Продолжаем наш эфир буквально с корабля на бал. Только завершился матч старших команд. Взяли мы интервью у футболистов, тренеров. Так уже нужно снова смотреть матч. А мы только этому и рады. И будем надеяться, что младшие команды, именно в первую очередь команда из Якутска, покажет более конкурентоспособный футбол, чем старшие товарищи. Предпосылки к этому есть, потому что команда спортивной школы из Якутска в возрасте до 16 лет на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. Это, безусловно, успех для команды из Якутска. И сегодня эта команда, ну, наверное, является более монолитным и цельным блоком. Команда СКА в тех же самых бело-синих цветах. Якутские футболисты в тех же самых бело-голубых расцветках. Ну и давайте поговорим сразу же о стартовых составах. Начнем с гостей. Илья Козырев, номер 16 в воротах. Полевые игроки: Александров, номер 11. Денис Бабюк, номер 23, номер 14. Оскар Гузаиров, номер 21. Владислав Егоров, номер 19. Мерген Линдонов, номер 29. Вадим Зеленецкий, номер 3. Михаил Кабанов, номер 17. Алексей Киселев, номер 18. Данил Мирошниченко и номер 7. Константин Разин. Главный тренер команды из Якутска Василий Ивочкин. Сразу же о составе армейцев поговорим. В воротах Макар Бикин, номер 53. Полевые игроки: номер 62 Артем Балыков, номер 68 Кирилл Головнин, номер 78 Ростислав Зарецкий, 76 Александр Кокорников, номер 74 Максим Минаков, 70-й Кирилл Мордасов, 65-й Тимофей Поломарчук, 75-й Вячеслав Уйба, номер 60 Лев Ушаков и номер 77 Никита Филиппов. Главный тренер СКА Хабаровск Александр Сапежников. Представлю вам и судейскую бригаду, куда же без этого. Ярослав Боев, главный арбитр из Комсомольска-на-Амуре. Ему помогают Кирилл Гусарев и Тимофей Амельяненко, оба хабаровчанина, и резервный арбитр Милан Уланбеков, который только-только отработал матч старших команд. Отработал, в общем-то, удачно и безошибочно, к нему никаких вопросов нет. Показал всего лишь одну желтую карточку, но особо спорных моментов у него там и не было. И также матч для вас по-прежнему комментирует Роман Игнатик. Третья минута игры. И Якутск уже попытался провести атаку. Даже угодили в штангу футболисты гостей. Все это очень-очень приятные для нас предпосылки. Хочется посмотреть интригу, полноценный футбол с участием двух команд. Пока удар от ворот. Ну а что касаемо именно турнирных раскладов, то СКА Хабаровск уже давно себе обеспечил чемпионство. Отрыв от второго места 14 очков. Представляете, 14 очков, и это на дистанции 17 матчей. Очень большое преимущество. И в 17 проведенных матчах СКА Хабаровск одержал 15 побед и еще 2 раза сыграл в ничью. Ни одного поражения. Я думаю, сегодня, конечно же, не собираются прерывать свою беспроигрышную серию армейцы. Ну а что касается спортивной школы из Якутска, то после 17 матчей 30 набранных очков. Это хороший показатель.
и третье место. Отрыв от Локомотива, идущим вторым, 3 балла. И на хвосте у Якутска Благовещенск, который тоже не против залететь в тройку сильнейших. То есть на данный момент, да, вот эта осязаемая турнирная интрига вокруг 2-4 места для Якутска. 33 у Локомотива, 30 у Спортивной школы. И 4 место, 29 очков у Благовещенска. Все достаточно плотно перед последним туром, если не смотреть на первое место, где СКА Хабаровск просто с космическим отрывом. Подача в штрафную. Всех мяч перелетел. Уйба. Финтит. Передача назад. Паламарчук снова на Уйбу. Идет в лицевую. Передача назад. Ушаков играет пяткой. Будет ли удар по воротам? Нет, не будет. Будет вынос мяча. Подбирал ногу Никита Филиппов. Да так и не подобрал. Мордасов. Удивительное дело, не проходит его передача. Настоящий лидер своей команды. И один из тех игроков, который подписал уже взрослый контракт со СКА Хабаровск. Сроком на 3 года. Кирилл Мордасов. А ведь ему всего лишь 14 лет. А теперь вспомните, чем вы занимались в 14 лет. Вот Кирилл Мордасов уже имеет взрослый контракт. Ну, а Паламарчук имеет первый забитый мяч. Или это не Паламарчук? Смотрите, там два очень похожих парня. Нет, это не Паламарчук. Прошу прощения, это Александр Кокорников. Их сейчас очень легко спутать. Два короткостриженных парня. И Александр Кокорников забивает свой очередной мяч на 7-й минуте. 8-й гол в сезоне для Кокорникова. Под перекладину, подкараулил момент. И на фарт. Так, да, отпраздновал, погладил свою лысину. Может быть, у них какой-то челлендж с Тимофеем Паламарчуком был. Может быть, договаривались, если станут чемпионами или кому-то пообещали, то побреются на лысо. Ежатся болельщики на трибунах. Продолжает идти дождь. Кто под зонтиками, кто под флагами. Удар от ворот. Дотянулся до мяча Вячеслав Уйба. Но с той позиции было очень сложно пробить. Вот болельщики, родители, родственники, друзья игроков СКА Хабаровск. Сегодня, после этого матча, будет массовое празднование, награждение чемпионов. Впервые в истории Дальневосточной юношеской футбольной лиги оба возраста выиграла одна школа. Это школа СКА Хабаровск. Команды Ю-16, Ю-18 безукоризненно провели свои сезоны. Но особенно, конечно, это можно сказать вот об этой младшей команде, которая катком просто прошлась практически по всем своим соперникам. 15 побед в 17 матчах. Ну и разница забитых и пропущенных мячей
Тоже солидная. 80-10, теперь уже 81-10. Уйба. Ненадолго вошел в штрафную, сразу же ее покинул. Паламарчук играет налево. Практически 10 минут у нас позади, и можем констатировать тот факт, что вот эта начальная вспышка от футболистов из Якутии, видимо, так и осталась вспышкой. Попадание в штангу. А дальше хабаровчане себе мячик с удовольствием забрали и продолжают атаковать. Это автор забитого мяча Александр Кокорников. На дальней штанге открылся, но толком по мячу не попал. Неудачный ввод мяча в игру от Ильи Козырева. Все никак Якутск не может завладеть мячом, чтобы хоть немножечко перевести дух, дыхание. И надо отметить, что старшие футболисты держали счет на 0 гораздо дольше. При этом проиграли 0-8. Как сложится этот матч? Безусловно, любопытно. Я говорю, что младшие футболисты из Якутска гораздо более конкурентоспособные. Фол в атаке. Буквально минут 15 назад мы брали интервью у одного из игроков старшей команды Якутска, в частности Константина Мартынова. И вот он одной из причин неудачного этого исхода, счета 0-8, назвал, что не все футболисты отдаются на тренировках, что не все серьезно к этому подходят, пропускают тренировки. Но вот на таком уровне, конечно, тем более речь шла о команде Ю-18. Пропускать тренировки, но это смерти подобно. Но отсюда и результат, да, мы видели 0-8. Понятное дело, у многих парней учеба. Кто-то уже не видит свое профессиональное будущее в футболе. Хочется надеяться, что вот эта команда Якутска, которая помладше, и перспектив больше. И мы видим по турнирной таблице, у нее дела идут гораздо лучше. Хочется надеяться, что вот эти парни отдаются своему любимому делу на все 100% и тренировки не пропускают. Конечно же, при этом еще и не забывают учиться. Нужно развиваться всесторонне. И даже вот вспоминаю интервью с Василием Кармазиненко, который буквально еще в прошлом сезоне был главным тренером команды СКА 2006 года рождения. И он там сказал прямо, что не может футболист быть на поле крутым, а в школе учиться плохо. Такое мнение Василия Сергеевича. Но Кармазиненко знает, что говорит. Он один из лучших бомбардиров в истории первой лиги и один из лучших бомбардиров в истории СКА Хабаровск. Третий у него результат в истории клуба, ну и лучший бомбардир в российской истории. Сейчас, кстати, Василий Кармазиненко играет в дальневосточной медиалиге. Сменил юношескую на медийную. И причем именно играет. Хотя в последних матчах, правда, из-за травмы пропускает Василий Сергеевич матчи своей команды. Зато другой игрок, очень важный, Александр Сапежников, сегодняшний главный тренер команды СКА Ю-16. Александр Сапежников практически во всех матчах Дальневосточной медиалиги принимает участие.
И уже забил 2 мяча. Ну а в прошлой игре мастерски ударом с лету, практически через себя, боковыми ножницами отличился Александр Сапежников. В свои 42 года держит себя в форме. Но Сапежников в прошлом профессиональный футболист. Может быть, у него не было таких больших достижений, как у Кармазиненко, но тоже воспитанник СКА. Поиграл в молодежной команде. Вот Александр Сапежников на ваших экранах. Александр Сергеевич поиграл в смене, нефтяники, портовике, океане, ДСИ. Все это дальневосточные команды. Большую часть карьеры провел в комсомольской смене. 115 матчей за эту команду. Ну и сейчас в большом порядке. Александр Сергеевич. Очень важный игрок медийной команды СКА. А тем временем делает дубль Александр Кокорников. Так, глядишь, и оставит на всю карьеру такую минималистичную прическу Кокорников, раз она приносит ему удачу. 2-0 к 16-й минуте. И дубль вот этого молодого человека. Лев Ушаков. Удар неудачный, принимает он на себя защитник. И здесь сразу же отскок. Нет, это даже не отскок, это вот такая передача получилась на Кокорникова от Льва Ушакова. Очень бережно относится к своим моментам СКА Хабаровск. И, в общем-то, большую часть из них уже реализует. Штрафной зарабатывает команда из Якутска. Ну и штрафной очень простой для Макара Бикина. Тут сразу же отправляет мяч вперед. Фол в атаке со стороны Никиты Филиппова. У него уже есть желтая карточка, поэтому нужно играть повнимательнее. Я тебе держу, ты говоришь, что ты замер. Два. Короче, он избивается. Ну, первый остался на вратаре, правильно. Ну, надо было... Вынос вперед. Надо было... Ну, понимаешь, что я буду раскрываться? Ну, надо было перейти на кого-нибудь. В пользу Хабаровска. Затупил. Я затупил. Ушаков. Отыграл назад. Паламарчук. И далее на Ростислава Зарецкого. Пока у нас не было повода поговорить об этом центральном защитнике, но, сами понимаете, Якутск не особо напрягает оборону Хабаровска. Снова Ростислав Зарецкий с мячом. Это игрок, который наряду с Кириллом Мордасовым писал взрослый контракт. Но я уже говорил про Кирилла Мордасова. Зарецкий же вызывался в сборную России по своему году. Это значимое событие для юношеского футбола на Дальнем Востоке. Артур Копылов и Ростислав Зарецкий — это два футболиста, которые в этом 2023 году получали вызовы в сборную России по своему возрасту. Принимали участие в контрольных матчах. Балыков играет назад.
Да, с мячом футболисты из Якутска встречаются крайне редко. Паламарчук назад. Зарецкий играет в центр. Уйба. Нет, не оставил мяч в игре. Бодрит свою команду Александр Сапежников. Здесь тоже вопрос мотивации. Как тренер мотивирует свою команду, которая за несколько туров до финиша уже обеспечила себе чемпионство и играет дома. Наверное, с не самой сильной для себя командой. Класс хабаровчан, конечно же, выше. Это видно по сегодняшнему матчу. Я думаю, главная мотивация для футболистов должна быть в том, что нужно играть здесь и сейчас. Всегда повышать свой уровень. Потому что как только ты снизишь к себе требования, конечно же, футбольная судьба тебя накажет. Могут и травмы быть, ну и застой в плане профессионального роста. Ну а второй момент, конечно, хочется завершить сезон на мажорной ноте. Пусть болельщиков сегодня немного, но самые преданные, самые близкие люди здесь, на стадионе Ленина, ну, либо смотрят трансляцию и увидят кадры, как их футболисты поднимают кубок над своими головами, получают золотые медали. Уйба. Подача в штрафную. Удар по воротам. Не точно. Никита Филиппов. Напомню, что команды Ю-16 играют 2 тайма по 40 минут. Чуть-чуть укороченные версии отрезков игры. Уйба ставит корпус, и именно от него мяч уходит за лицевую. Активен, очень активен Вячеслав Уйба. У него в этом сезоне 13 забитых мячей в 17 матчах. И это при том, что он не центральный нападающий, крайний форвард, ну или вингер. А лучший бомбардир Кирилл Мордасов, у которого 20 забитых мячей в 16 матчах, при том, что он полузащитник. И при том, что все голы были им забиты с игры. В 16 матчах 20 голов для полузащитника. Только вдумайтесь в эти цифры. Зарецкий играет в центр. Паламарчук направо. Былыков назад. Снова Зарецкий. Уже все полевые игроки СКА на чужой половине. Паламарчук. В центр на Кокорникова. И тот мяч теряет. Макар Бикин. Сильный пас на Зарецкого. Не проходит передача центрального защитника. Уже больше половины первого тайма позади. И ну, мне страшно представить, какой сейчас процент владения мячом. Если у нас будет подобная статистика, то я думаю, что-то близкое на 90/10. Кажется, даже в первом матче так часто СКА мячом не владел. Может быть, это просто мое личное ощущение. Зарецкий. Паламарчук. Уйба.
Готовит момент для себя Вячеслав Уйба. Входит в штрафную. Падение. Фол со стороны Дениса Бабюка. И желтая карточка. Да, срывал атаку. Не грубо, но все-таки уже набрал скорость. Вячеслав Уйба искал момент то ли для себя, то ли для партнера. Проиграл позицию Денис Бабюк. Штрафную зарабатывают хабаровчане. И у мяча двое. Это Кирилл Мордасов и Лев Ушаков. Два креативщика. Но передача на Паламарчука. Удар по воротам. Прочитали этот замысел гости. Кокорников головой скидывает налево. Не самая удачная передача. Контратака якутской команды. Бикин вовремя вышел из ворот. В общем-то и караулил этот момент. Могли сейчас гости придумать опасности для хабаровчан. Фол со стороны Данила Мирошниченко. Мирошниченко лидер атак своей команды. В этом сезоне он забил 13 мячей в 17 матчах. Наверное, в первую очередь от него нужно ждать угрозы армейца. Зарецкий. Играет центр. Зарецкий переводит фланг на мяч на левый фланг. На газоне сейчас игрок якутской команды, но не обращают на это внимания хабаровчане. Вот только сейчас выбивает мяч Никита Филиппов, за что получает аплодисменты с трибун. Мерген Яндонов по-прежнему на газоне. Судя по всему, помощь врачей понадобится. Держится за поясницу. Надеемся, все в порядке с игроком гостей. Прихрамывая. Пока толком не может подняться. Вроде бы все в порядке. Возвращают мяч гости хозяевам. И очередная волна атаки. Атаки уже какая по счету? Ушаков отыгрывается через оборону. Головнин идет сам, никого не боится центральный защитник. Вот такой парашютик. Снова Головнин. Уйба. Нет, не оставил мяч в игре. На ногах Александр Сапежников. Никаких расслабонов. Задали тон старшей команды. СКА выиграл 8-0. Поэтому нужно
такие заготовки, такие цели у Александра Сапежникова на этот матч. Затяжная атака хабаровчан. Головнин. Пас на Зарецкого. Вот это пара сегодня центральных защитников. Головнин и Зарецкий. Длинный пас вперед. Не добирается до него Лев Ушаков. С мячом Илья Козырев. Паламарчук выиграл единоборство. Балыков назад. Зарецкий. Прошла каким-то образом эта передача на Кокорникова. Тут возвращает мяч в штрафную. Можно бить, и гол. Никита Филиппов отправляет мяч в дальний угол. И счет становится 3-0. 30 минут позади. И 3-0. Раз в 10 минут в среднем забивают хабаровчане. А для Никиты Филиппова это 10-й мяч в сезоне. Кокорников его сначала догнал, забил 9-й мяч. У Филиппова было 9, и вот теперь 10-й. Из армейцев больше только у Вячеслава Уйбы 13 и Кирилла Мордасова, которого вряд ли уже кто-то догонит с его 20 голами. В первом матче старших команд, но мы неизбежно будем к нему возвращаться, потому что нужно проводить параллели. Так вот, там после первого тайма счет был 3-0. У нас еще играть 10 минут с учетом добавленного времени. Если оно будет, то здесь уже 3-0. Пока темп забитых мячей у младших армейцев повыше, чем у старшаков. Уйба играет назад. В контроле играют армейцы. Делают это очень уверенно. А якутские футболисты ощущение планируют прессинговать только ближе к центру. Но вот сейчас ошибка. И какой подкат Зарецкого. Удар, еще один подкат. И ну вот это самоотверженная игра оборонцев. Сами придумали, сами напортачили и сами же исправили. Сейчас счет по-хорошему должен был становиться 3-1. Давайте смотреть. Все началось вот с этого привозика от Кирилла Головнина. Далее подкат Зарецкого чистейший. И далее Паламарчук, опорный полузащитник, вернулся назад, помог своей обороне. Это тоже показательно. При счете 3-0 смотрите, как играют, да, самоотверженно хабаровчане. Это дорогого стоит. И здесь, конечно же, и самим армейцам ставим большой палец вверх и отмечаем работу Александра Сапежникова, который не дает своей команде расслабиться. Даже когда все сделано,
Когда чемпионство в кармане, еще 3-0 в пользу твоей команды. Вот так играют самоотверженно хабаровчане. Аут. Армейцы введут мяч в игру. Артем Балыков играет на Филиппова. Далековато центральный нападающий ушел от места, от зоны своих прямых обязанностей. Мардасов пробил поворотом. Пока не слишком заметен Кирилл Мардасов. Это даже при том, что, ну, судя по всему, это лучший игрок сезона. 20 забитых мячей, еще сколько голевых передач. Мардасов ведет игру своей команды. Палмарчук. Ушаков. Его пас адресата не нашел. Филиппов. Уйба. Не прошла передача Уйбы на Филиппова. Отработали гости. И фол со стороны Артема Балыкова. Здесь едва страсти не вспыхнули. Зацепились языками Константин Разин с кем-то из хабаровчан, возможно, с Балыковым. И приходится Ярославу Боеву вмешиваться в этот возможный конфликт, которого, к счастью, не случилось. Шаков на Филиппова. Идет дальше Филиппов по флангу, ставит корпус. Атака уже не будет быстрой. Филиппов и неудачная подача. Мяч с ноги у него слетел. 3 минуты остается играть в первом тайме. Есть у меня мнение, что вообще ничего не будут добавлять арбитры. Ну, максимум минуту. Погода еще такая, дождливая. Все хотят пораньше закончить. Мардасов. Назад. Как Корников. Переводит на Уйбу. Уйба в центр. Удар. И едва-едва не ошибся Илья Козырев. Там еще и коршуном летел на этот выпущенный мяч из рук Лев Ушаков. Удар Уйбы с левой ноги. Со второй попытки справляется с этим мячом Илья Козырев. 3 мяча уже Илья пропустил, но не сказать, чтобы в каком-то из них был напрямую виновен. Филиппов ставит корпус, но все-таки показывает главный арбитр Ярослав Боев о том, что излишне активно локотками работал нападающий СКА. Ну, еще раз, да, напоминаем Никите, что у него есть желтая карточка. Снова Филиппов. Атака 2 в 3. Бьет поворотом Филиппов. И все-таки забивает. Забивает СКА Хабаровск. Кирилл Мардасов. 21-й гол в сезоне. Даже как-то жалко по-человечески Илью Козырева, который справился с непростым ударом и вроде бы должен был уже
этот мяч со второй попытки накрыть. Но чуть-чуть, какой-то доли секунды ему не хватило. Сейчас, кстати, понятно, да, Ската забивает 4-й гол, но я больше обращаю внимание на то, что Кирилл Мордасов как-то прихрамывал. В какой-то момент мне показалось, что это празднование такое. Потом начал хромать больше. Вроде бы все в порядке с Мордасовым. Минута добавлена. 4-0 у нас после первого тайма. Если так дело дальше пойдет, то могут и превзойти успех своих старших партнеров футболисты СКА Ю-16. — 21 гол в 17 неполных играх. Вот такой результат Кирилла Мордасова. И все с игры. 30 секунд остается играть в первом тайме. Наверняка будут замены в перерыве. Причем от обоих тренеров. Якутск, наверное, в первую очередь, чтобы освежить игру. А Хабаровск дать почувствовать матч тем игрокам, которые находятся сегодня в резерве. 4-0. Такой итог первого тайма. Авторы забитых мячей были на ваших экранах. Ну и давайте отдохнем. Через 15 минут вернемся на стадион. Напомню, что сегодня будут вручены медали, золотые медали и кубок двум командам СКА по итогам сезона Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Тотальное преимущество СКА по владению мячом и по ударам. По ударам в створ 7-0. Самое главное, что на табло счет 4-0. Вот такой итог первого тайма. А вот теперь уходим на перерыв и встретимся через 15 минут.
Возвращаемся в Хабаровск. Второй тайм между местными армейцами и командой спортивной школы Якутска. И массовые обильные замены у СКА Хабаровск. Тут нам, конечно, придется разобраться. Но в первую очередь Данила Клиняева видим, который, конечно же, выходит вместо Макара Бикина. Ну, потому что он вратарь. Здесь все логично. Да, Макар Бикин оставил свои ворота в неприкосновенности, но особо и шансов у него пропустить не было, потому что в первом тайме команда из Якутска нанесла ровно 0 ударов в створ ворот. Далее выходит вместо Максима Минакова, как я понимаю, Илья Баранов. Далее покидает поле Александр Кокорников, оформивший дубль. Вместо него появляется Тимур Шляхов. И Александр Мельник появляется на поле вместо Никиты Филиппова. Снял большую часть своих лидеров с игры Александр Сапежников. Но Мордасов по-прежнему на поле. Разве что Ушакова, да, я тоже еще не вижу. Да, видимо, вместо него тоже появился один из игроков. И также Тамерлан Аздоев займет место в воротах спортивной школы по футболу из Якутска. Это замены уже от Василия Ивочкина, главного тренера якутской команды. Илья Козырев поле покинул. Вместо него Тамерлан Аздоев. И также Владимир Поздеев под 20 номером у Якутска вышел на поле. Много замен. Посмотрим, внесут ли они какие-то коррективы в ход игры. 4-0 после первого тайма. Громадное преимущество Хабаровска. Дубль Кокорникова. Голы Филиппова и Мордасова. Шел вперед Зарецкий. Потом чуть-чуть притормозил. И атака снова развивается уже через Головнина. Не дотянулся толком до мяча Зарецкий. Вот и первое касание Клиняева. Второе касание. Не самая хорошая передача на партнера, но тем не менее оставил мяч в игре Илья Баранов. Мордасов переводит на Баранова. Снова Мордасов. Головнин. Мордасов на позиции разыгрывающего, на позиции опорного полузащитника. Зарецкий. Мордасов. Два сборника, точнее, прощения, два игрока, которые подписали контракты с главной командой в сборную. Это только Зарецкий вызывался. Мордасов пока вызова не получал. Но если такими темпами будет играть и дальше Кирилл Мордасов, 21 забитый мяч в сезоне для центрального полузащитника. Конечно, цифры колоссальные. Так вот, если продолжит в таком темпе играть и прогрессировать Кирилл Мордасов, то, безусловно, со временем также получит вызов в сборную России. В этом сомнений нет. На ваших экранах главный тренер команды из Якутска Василий Ивочкин. Мордасов на Паламарчука.
Тут ставит корпус, но безуспешно. Отбирает мяч команда из Якутии. Вот здесь передача не проходит благодаря Зарецкому. Момент, удар. Смотрите, первый удар в створ. Нет положения вне игры. Момент для Александра Александрова. В первом тайме ни одного удара в створ мы не видели. И вот прошло буквально 3 минуты тайма второго, как мы уже, пусть и не самый опасный, но все-таки удар в створ наблюдали. Головнин сам пошел вперед. Центральный защитник. Еще одного убирает. Передача, в общем-то, не проходит, но доборолся за этот мяч Тимур Шляхов. Зарецкий. Головнин. Снова идет вперед. Центральный защитник Паламарчук. Баранов. Вновь колоссальное владение хабаровчан. Очень-очень редко якутский играли этот мяч. Но вот этот пас фактически в кадык Данилу Мирошниченко. Он-то парень техничный, лучший бомбардир своей команды, но какое-то продолжение найти здесь было сложно, тем более в окружении нескольких игроков соперника. Паламарчук. Теперь он один. Наголо побритый. На поле ушел с поля Александр Кокорников, который в первом тайме сделал дубль. Теперь нам очень легко идентифицировать Паламарчука. Длинная передача вперед. И мяч в руках у Данила Клиняева. Теперь уже в ногах. Перевод на Баранова. Мордасов. Мордасов на оперативном пространстве. Вот это может быть опасно. Мордасов может один все решить. Решает пробить. Хотя с его техникой мог бы идти дальше. Не замечать соперника. Приняли решение нанести удар по воротам. Закончился, кстати, дождь в Хабаровске. Даже как будто бы солнышко выглядывает над стадионом имени Ленина. Видимо, погода чувствует, знает, что сегодня будут вручать золотые медали и 2 кубка армейским командам до 16 и до 18 лет. Я не могу в эфире закрываться. Ну, тоже, да, судите сами, какой прогресс за год совершила армейская академия. Если в прошлом сезоне ни в одном из 2 возрастов хабаровчане не взяли медали, то спустя год сразу 2 чемпионства. Да, это одна из 2 этих команд совершенно другая. То есть в прошлом сезоне были команды 2006 и 2007 годов. Теперь уже 2007 и 2008 годов рождения. И при этом команду 2007 года усилили несколько игроков 2006.
Но факт остается фактом. Конечно, вот эта команда 2008 года, СКА, на нее большие надежды клуб возлагает. На вот этих парней. Они пока оправдывают доверие. Замена у СКА Хабаровск. Выходит Глеб Сафонов вместо Вячеслава Уйбы. Не был заметен во втором тайме. Вячеслав вот в первые 8 минут. То ли дело в тайме первом, когда мы фамилию Вячеслава регулярно называли. Не смог он сегодня отличиться, хотя моменты у него для этого были. Аплодирует зрителям, болельщикам. Наверняка и его родственники тоже сегодня пришли посмотреть за успехами Вячеслава на футбольном поле. Сегодня он получит свою золотую медаль. Не смог Мордасов оставить мяч в игре для своей команды. Будет аут в пользу Якутска. Быстро хабаровчане вернули себе владение мячом. Зарецкий. Хорошая передача. Головнин. И опять Зарецкий. Решил с лету пробить Ростислав. Ну, если бы попал, конечно, могло быть красиво. А так, достаточно неточный удар. 10 минут второго тайма у нас позади. Ну и пока не удалось хабаровчанам во втором тайме забить. И не сказать, кстати, чтобы моменты какие-то для этого особо были. В первом тайме гораздо более агрессивно действовала хабаровская команда. Именно в атаке. Сейчас владение, да, есть. Позиционные атаки имеются. Но вот именно моментов, ударов по воротам мы пока особо не видим. Паламарчук. Теряют мяч хабаровчане. Напомню, 2 по 40. Такой формат в дивизионе Ю-16. Удар по воротам. Спокойно с ним справляется Тамерлан Аздоев. Сразу же выносит мяч вперед подальше, в надежде, что кто-то из игроков атаки за него зацепится. Фол, и мяч достается Хабаровску. Мордасов играет назад. Головнин подключает голкипера. Клиняев. Неточная передача в направлении Баранова. Мяч у гостей. Подача в штрафную. Удар через себя. Какая бы красота сейчас состоялась. Даже жалко. Жалко, что не забил Даниил Мирошниченко. Лучший бомбардир своей команды. Но в игре Даниил Клиняев.
мог быть бы самый красивый гол, возможно, вот этого двухматчевого противостояния Хабаровска и Якутска. По-пляжному сыграл Мирошниченко. Но был против Данил Клиняев, чтобы ему вот такие красивые мячи забивали. Будет пауза в игре, обязательно вернемся к этому моменту. Снова в центре внимания был Мирошниченко. Упал в штрафной, но без какого-либо вмешательства со стороны соперника. Перевод на левый фланг. Нет, не оставил мяч в игре вышедший на замену Тимур Шляхов. Зарецкий играет головой. Атака через правый фланг. Киселев. Прострел в штрафную. Ну вот и просыпается Якутск. Уже более смело идет вперед. Уже начинает что-то получаться. Но сейчас может что-то получиться у Хабаровска. Перевод налево. Шляхов. Подача. А мяч, никого не задев, уходит на противоположный фланг. Еще одна подача. Шляхов до мяча не добирается. Ну а мы смотрим тот самый момент. И удар классный. Какой классный удар через себя. Отмечаем мы передачу вышедшего на замену Владимира Поздеева. И как сложился Данил Мирошниченко. Ну и, конечно, Данил Клиняев. Мяч не просто в него попал, он именно среагировал. Стоял до конца, ждал, в какую сторону полетит мяч, положение вне игры. Владимир Поздеев забрался в неправильное положение. Именно он выполнял передачу на Мирошниченко, когда тот пытался исполнить элемент из пляжного футбола. Зарецкий. Хороший перевод на противоположный фланг. Пас назад. Клиняев. Зарецкий. Хорошая по мысли передача, но вовремя успел выйти из ворот Тамерлан Аздоев. У нас оба голкипера не принимали участие в первом тайме. Оба вышли в перерыве. Ну и пока и тот действуют безупречно. Другое дело, что пока ни форварды СКА, ни форварды Якутска особо каких-то невыполнимых задач не выполняют, за исключением, конечно же, того момента с Мирошниченко. Связь плохо добивает до сюда. Я Мише сказал, надо антенну повернуть. Миша ничего не сделал. Головнин с мячом. Паламарчук. Баранов. Передача между двух игроков, но сумел армейский защитник сориентироваться с этим моментом. Удар по воротам. И в ближнем бою выходит победителем Тамерлан Аздоев. Бил вышедший на замену Глеб Сафонов. Пока у нас спустя 17 минут второго тайма держится счет тайма первого. Говорил я о том, что по итогам первого тайма такими темпами счет может
стать даже крупнее, чем в первом матче. Напомню, в первой игре 8-0 старшие футболисты СКА обыграли Якутск. Но вот в темпе забивания голов притормозили хабаровчане. И тут в чем дело? То ли замены тренера якутской школы сыграли, то ли, напротив, игроки, вышедшие на замену у хабаровчан, уступают в классе, в мастерстве тем, что выходили в стартовом составе. Может быть, психология здесь начинает уже работать, и не до конца, не на 100% выкладываются игроки хозяев, а может быть и все-таки нашел слова какие-то главный тренер спортивной школы Якутска. И команда заиграла в более содержательный футбол. Ну, по крайней мере, в более конкурентоспособный. Пас Зарецкого не проходит. Баранов с мячом. Бросает на Шляхова. Шляхов вступает в отбор, бьет поворотом. Будет еще один удар за... Нет, Мордасов. В какой-то момент показалось, что Зарецкий там оказался в чужой штрафной. Я аж удивился. Но нет, это Мордасов, и это было в его стиле. Очень легкий и элегантный обыгрыш. А вот это Зарецкий. В его стиле протащить мяч вперед и найти пасом своего партнера. Паламарчук. Нет нарушения правил, и СКА остается с мячом. Шляхов. Подача. И спокойно забирает мяч в руки Тамерлан Оздоев. Час игры у нас позади игрового времени. Темп несколько спал по сравнению с первым таймом. Да, по-прежнему с мячом чаще футболисты СКА. И вот, как нельзя кстати, статистика по владению мячом 80/20. Но опасности у ворот Якутска стало гораздо меньше, чем в первом тайме. Атака Якутска через левый фланг. Мирошниченко пытался изысканно обыграть соперников. Не получилось. Соперников играет налево. Классная передача. И мяч все-таки не попадает в ворота. Падение в штрафной. И только угловой назначает арбитр. Пенальти не будет. Хотя прихрамывает Кирилл Мордасов. Бил поворотом Александр Мельник, вышедший на замену. А здесь досталось Кириллу Мордасову, но он особо не выпрашивал пенальти. Просто угодил в стык. Так бывает. Сам же исполняет угловой. Розыгрыш. Мордасов. Это удар поворотом. Но принимает его на себя один из защитников Якутска. Баранов бросает в направлении чужой штрафной. Адресатов не находит. И уже с мячом голкипер СКА. По ударам 18-5 в
пользу армейцев. Практически 4-кратное. Здесь преимущество. Тонкий пас. Но не смог Александр Мельник надолго оставить мяч у себя в ногах. Зарецкий. Пас в центр от Сапежникова. Паламарчук. Мордасов. Судя по всему, это удар. И пусть не сразу, но все-таки с ним справляется Тамерлан Наздоев. Помните, в первом тайме похожий момент был, когда СКА забивал 4-й мяч. Удар, конечно, был гораздо более сильный. И с первой попытки вроде бы, казалось, справился. Тогда еще защищавший ворота Якутска Илья Козырев. Но все-таки отпустил от себя мяч. И на добивание коршуном бросился Кирилл Мордасов. Вонзил мяч под перекладину. Счет стал 4-0. минуты позади. Еще минут 15 основного времени. И там, может быть, чуть-чуть еще накинут арбитры. Хочется и от команды гостей увидеть атакующие действия. Здесь здорово загнали соперника в искусственный офсайд армейцы. Выдержали линию. Я думаю, забей Якутск вот в той атаке, когда Мирошниченко бил ножницами. Возможно, это придало бы какой-то импульс команде гостей. Но футбол не терпит сослагательных наклонений. Поэтому счет такой, какой он есть. 4-0 в пользу СКА. Видим впереди пару атакующих игроков якутской команды. Пытались они напрягать оборону СКА вместе с голкипером. Не удалось, и мяч уже у противоположных ворот. Тимур Шляхов зарабатывает угловой для своей команды. По угловым 4-0 в пользу СКА. Прям как на табло сейчас. Но там на табло по забитым мячам разница. Паламарчук можно бить отсюда. Вместо этого навес. Скидка. Сапежников. Пас в центр. Мордасов. Забрал мяч для своей команды. Баранов на противоположный фланг. И подключают Клиняева. Замена будет у якутской команды. Уйдет с поля как я понимаю, Владимир Поздеев, который вышел на замену только во втором тайме. Вот обратная замена, и появится Юлсултан Коженкин. Юлсултан Коженкин вместо Владимира Поздеева. Ну, то ли не вошел в игру Поздеев,
решил главный тренер якутской команды. То ли какие-то проблемы со здоровьем у Поздеева. Ну, не знаю. В любом случае, обратная замена всегда неприятна в футболе, как во взрослом, так и в юношеском. Главное, чтобы Владимир Поздеев принял эту замену адекватно. Состоялся у нас удар в сторону ворот, именно в сторону, потому что от створа было далековато. Перевод направо. Не добрался до мяча соперников, но здесь именно в этом случае виноват дающий. Благодарит за игру футболиста Василий Ивочкин. Мог оформить голевую передачу. Поздеев, если бы Мирошниченко все-таки забил. Момент для Мордасова. И вступает в игру Тамерлан Аздоев. Никак не хочет он пропускать. Голкипер, который вышел на замену во втором тайме. Уже при счете 4-0 держит свои ворота на замке. Но есть еще больше 10 минут у СКА, чтобы и Аздоева распечатать. Ошибается Зарецкий с передачей. Извиняется перед партнерами. Затянули хабаровские болельщики. Хабаровский СКА. Зарецкий. Ламарчук. Головнин. 70 минут у нас позади. Остается еще 10. И по-прежнему мы не видели голов во втором тайме. Это непорядок. Я не обязательно говорю голы в ворота якутской команды. В целом. Потому что счет 4-0, но он, как правило, располагает к тому, что голы еще должны быть на длинной дистанции, потому что одной команде нужно забивать, другая уже раскрепощена и может ловить на контратаках, но нет. Держит стройные ряды якутская команда. Так, и что здесь, судя по всему, пенальти. Неоднозначный момент и улыбки на тренерском мостике СКА Хабаровск. Как-то был заработан этот пенальти очень, если не комично. Вот смотрите. Оказался на газоне Тимур Шляхов, и упал он с помощью выставленной ноги как раз-таки Тамерлана Аздоева. А на газоне продолжает находиться Михаил Кабанов. Я так понимаю, Мордасов уступил право бить пенальти. Он забивает исключительно с игры. Мне пришлось накинуть время, плюс 30 было. По-моему, Кирилл Головнин у мяча сейчас. Центральный защитник. Так и есть. Удар. И четко в угол направляет мяч. Распечатали все-таки и Тамерлана Аздоева, пусть и с пенальти. 5-0. Такой итог после 72 минут.
Пятый мяч в ворота команды Якутска забил Кирилл Головнин, номер 68, СКА Хабаровск. Такое чувство, что Оздоев реагировал именно на удар. Может быть, думал, что будет исполнена Паненко. Но четко в угол направил мяч Головнин, поэтому шансов дотянуться у Оздоева было не так много. Еще одна атака Хабаровска. Пас чуть назад. Удар Мардасова. Не самый удачный сегодня матч для Кирилла, на мой взгляд. Может он играть гораздо лучше и более содержательно, результативно, что самое главное. Но один мяч сегодня все-таки забил Мардасов. И по-прежнему оставляет его на поле Александр Сапежников. Это значит, что может пополнить свой бомбардирский баланс Мардасов. Перекличка болельщиков. Сначала якутских, а затем и хабаровских. Но это антураж. Со временем и потянулись болельщики. Потому что сегодня будет церемония праздничная. Будет вручен кубок. 2 кубка. Поэтому ни в коем случае не выключайте трансляцию, если думаете, что все самое интересное позади. Ну нет. Радости, эмоций парней. То, ради чего они весь сезон играли. Замена у якутской команды. Антон Верховской, прошу прощения. Парень, которому пока еще 14 лет. Меняет Мергена Яндонова. Пять минут основного времени остается в этом матче. И 5-0. Такой пока итог. Оздоев вступает в игру. Зарецкий. На Мардасова. Паламарчук. Центр, удар. Заблокирован удар Мельника. И запускает мяч в небеса Кирилл Мардасов. Зарецкий. Центральный защитник уже практически в чужой штрафной. Ну, скучно, конечно, ему становится по такой игре. Хочется проявить себя и в атаке. Оставил мяч в игре Алексей Киселев. И заработал угловой для своей команды. Хоть какая-то попытка что-то создать впереди для Якутска. Стандарт. Слышите, это команда Якутска старшего возраста. Поддерживает свою команду. Ну и красавцы. Безусловно. А это ответ хабаровских болельщиков. Подача. Послушали мы интершум стадиона имени Ленина. И, в частности, хабаровских болельщиков, родных, близких вот этих ребят, которые сегодня заберут чемпионский кубок и золотые медали сезона.
Перевод налево. Тимур Шляхов. Передача в центр. Мардасов бьет и гол. Но вот это уже было красиво. Мардасов с левой ноги оформляет дубль на радость своих старших партнеров из команды СКА 2007. Всем все очень нравится. И счет становится 6-0. 6-0. Это оценка всего сезона, если хотите, для СКА Хабаровск. Команды Ю-16. Мардасов и его 22-й гол в сезоне в 17 матчах. А может быть и еще забьет. Затяжная атака хабаровчан. Мяч от Поломарчука отскакивает к Мардасову. И как же мощно бьет лидер атак хабаровской команды. Да, здесь шансов у Тамерлана Оздоева спасти свою команду было очень мало. Смотрите, как радуется Николай Кураленя. Да. Мне кажется, он своим голам так не радовался. Как же это здорово, что команды поддерживают друг друга, переживают, умеют радоваться успехам не только своим. Баранов. Головнин. Последняя минута основного времени. Аут в пользу якутской команды. Ну, при этом будет еще одна замена в составе гостей. Шляхов. Совершенно не получился у него удар. Выходит у Якутска Мухаммед Таксанбаев. Две минуты добавлено ко второму тайму. И уходит Александр Александров. Даже не стал далеко уходить. Сразу же на бровочке присел и оттуда будет досматривать, чем закончится этот матч. Да, в целом понятно, чем он закончится. Уверенной крупной победой хабаровчан. Интрига у нас пропала уже в первом тайме. Интрига была лишь в том, с каким счетом сегодня выиграет Хабаровск. Все очень близко к тому, чтобы этот матч завершился со счетом 6-0. Старшие парни из Хабаровска выиграли 8-0. Младшие выигрывают 6-0. В итоге 14-0. Здесь тотальное преимущество Хабаровска. Уходит мяч от хабаровчан. Последняя, уже вторая добавленная минута. Буквально 10 секунд. Завершает, отделяет команды от завершения сезона. Ну все. Вот и финальный свисток. Поздравляем СКА Хабаровск, во-первых, с заслуженной победой. А во-вторых, с заслуженным чемпионством в этом сезоне. Без поражений и практически без потерь СКА прошел всю эту дистанцию. 18 матчей, 16 побед, 2 ничьих, 0 поражений. Вот такой исход. И Кирилл Мардасов, один
один из главных героев этого сезона на ваших экранах. Лидер атак и лучший бомбардир в дивизионе Ю-16. 22 забитых мяча. Все с игры в 17 проведенных играх. Смотрим статистику этого матча. Тотальное превосходство игроков СКА и по владению мячом, и по ударам, и по ударам в створ. Вот уже качают тренера Александра Сапежникова, тренера-чемпиона Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Мы тоже поздравляем Александра Сергеевича. Видим, что и сегодня он держал свою команду в тонусе. Якутску, конечно, ни в коем случае не расстраиваться. Да, видим грустные лица парней, но все только начинается в их жизни. И очень вероятно, что они все-таки заберут свои бронзовые медали. Все зависит от того, как сыграет Благовещенск в этом последнем туре. Ну а мы смотрим лучшие моменты этого матча и уже после вернемся к награждению.
Ну что ж, я приветствую всех болельщиков, футболистов и любителей футбола на стадионе имени Ленина. Давайте поаплодируем, поприветствуем друг друга хабаровчане. Сегодня мы чествуем футболистов нашего клуба СКА Хабаровск 2008-2007 года рождения. Давайте немножечко аплодировать. Давайте поприветствуем победителей Дальневосточной юношеской футбольной лиги команды СКА Хабаровск 2007-2008. Прошу вас, парни, скорее занимайте места на нашем поле. Сейчас хотелось бы пригласить для торжественного вручения чемпионских медалей нашего почетного гостя, члена исполкома Российского футбольного союза, президента Дальневосточного футбольного союза Крысина Владимира Вячеславовича. Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья, участники, гости. Разрешите от имени Российского футбольного союза поздравить вас с окончанием сезона 2023 года. Юношеская футбольная лига – это приоритетный проект Российского футбольного союза. Участие в играх ЮФЛ позволяет вам адаптироваться к играм в профессиональном футболе. Спортивные соревнования дарят борьбу, соперничество, достижение результата. В этом году вы стали сильнейшими на Дальнем Востоке. Победа футболистов всегда заслужена. Но победы не будет без тренерского штаба, врачей, администрации, руководства клуба, которые сделали максимально все для того, чтобы вы достигли победного результата. Вы достигли многого. Но впереди у вас большая, тяжелая спортивная жизнь. Я надеюсь, что вы также будете целеустремленны, решительны, добиваться больших целей и достойно будете представлять Дальний Восток, наш город на всероссийских и международных соревнованиях. Я желаю вам здоровья, счастья, удачи и больших красивых побед. Вперед, друзья! Огромное спасибо Владимиру Вячеславовичу. Давайте еще раз ему поаплодируем за такие прекрасные слова. К получению медалей мы приглашаем команду СКА Хабаровск 18, занявшую первое место в Дальневосточной юношеской футбольной лиге среди юношей 2007 и 2006 года рождения, набравшую 42 очка в турнире. Давайте я произнесу имена победителей: Артем Артюхов, Андрей Бойко, Даниил Кузин, Дмитрий Гончарук, Арсений Каменев, Владислав Карханян, Артур Копылов, Николай Кураленя, Макачук Денис, Максим Моисеев, Илья Нефедов, Герман Парфенов, Василий Пилюгин, Владимир Попов, Роман Прищепов, Артур Сибирин, Геннадий Серин, Артем Силков, Иван Стыценко, Артем Хусаринов, Максим Шуликовский. И отдельные аплодисменты тренерскому штабу, тренер вратаря Бахов Алексей Сергеевич, врач Гунова Елена Николаевна, тренер Макотра Иван Иванович и главный тренер Богдан Александрович Лиденев.
продолжаем церемонию награждения. Приглашается команда СКА Хабаровск Ю-16. Занявшая также первое место в Дальневосточной юношеской футбольной лиге среди юношей 2008 года рождения. Набравший 50 очков в турнире без единого поражения. Одержав 16 побед и всего 2 ничьи в 18 играх. Давайте поаплодируем победителям. Артем Бонков, Илья Баранов, Макар Бикнин, Клим Бучков, Кирилл Головин, Георгий Григорян, Кирилл Даниленко, Ростислав Зарецкий, Данил Карпенко, Данил Миняев, Александр Кагорников, Богдан Ляхов, Владислав Малин, Александр Мельник, Максим Годов, Кирилл Мордасов, Тимофей Коварчук, Данил Притминцев, Илья Собечников, Глеб Сафонов, Артем Тен, Вячеслав Уйба, Лев Ушаков, Никита Филиппов, Александр Часовских и Тимур Шляхов. Отдельные аплодисменты, тренерский штаб, тренер по вратарям Владимир Агеев, тренер Андрей Алексеевич Молчанов. Парни, давайте аплодируем тренерскому штабу. Начальник команды Срамычко Сергей Викторович. И главный тренер команды соперников Александр Сергеевич. И, конечно же, генеральный директор футбольного СКА Хабаровск Михаил Дмитриевич Гусев. Ваши аплодисменты. Прежде чем мы отсудим парни, футболисты, я хочу, чтобы вы поаплодировали вашим болельщикам, вашим родным близким, всем тем, кто пришел в тренеры. Молодец, яркий момент, когда все ждали, кубки победителей вручает через футбол Российского футбольного союза, президент Дальневосточного футбольного союза, Владимир Вячеславович. Мы приглашаем капитанов команд Николай Кураленя, Ростислав Зарецкий. Мы ждем вас с вами. И победитель Дальневосточной юношеской футбольной лиги Ну а сейчас